Доброе утро. Доброе, Дудар. А где Андро? Ты спит еще, чтобы ему не встать с постели. Если он не встанет, кто же тогда поедет за Сандро? Твоя правда. Сейчас И подниму. побыстрее, а то Сандро до нашего приезда выпишу. Эй, старик! Ты слышишь? Вот вчера загулял, вот и валяется. Андро! Пора! Чтоб у тебя кость в горле застряла. Чего кричишь? Не дала сон досмотреть. Ай, какой сон! Как в цветном телевизоре. Какие могут быть сны в такое время? Какой сон, понимаешь, будто бы ты померла, а я на твоих поминках. Несчастный. Это скорее тебя поминали. Ну что ты без меня делать будешь, а? Будто на поминках полно женщин, одна другой краше, а я думаю, кому бы мне мигнуть? Да лопнуть твоим глазам, старый козел. Лопнуть, кто же козочкам подмигивать будет? Дудар ждет, за больным надо ехать, а ты лясы точишь. Добрым утром. Здравствуй, сынок. Тебе не снятся такие сны? А, хотя ты еще не женат. Чего так рано? Вы же сами просили пораньше. Я просил. Ну да, поехать в больницу за Сандро, забрать его. А ничего, дорогой, не знаю. О, может быть, и просил. Да, пока ты соберешься, сосед домой вернется. Сынок, сердцем чую быть тебе моим зятем. Жалко мне тебя. Это почему? Такую, как моя дочка, не сразу найдешь. Счастлив будет тот, кто на ней женится. Но ты не огорчайся. Во-первых, тесть у тебя будет первый сорт. Во-вторых, к Новому году получишь надбавку к зарплате. Надбавку? За что? За тещу. Будешь за вредность получать. Дудар, поезжай, его не остановишь. Я за соседа волнуюсь. А кто виноват, что он болеет? Жениться надо было. Какую я ему невесту нашел? О, не женщина, персик. Персик. Дудар, попроси хирурга, чтобы он язык моему старику укоротил. Доброе утро, Марго. Доброе, Кашер. Тебя каким ветром занесло? Да я мимо шла. Сосед твоего не привезли еще? Да нет еще. А муж твой дома? Тоже нет. Ну, надо же. А говорил, чтоб я зашла. Говорила, ты тоже рада будешь. Да он что, тебя в наши дела-то не посвятил? Посвятил. Да разве его поймешь? Ты заходи, Кашер, заходи. Сама подробнее расскажешь. Ну, чего стряслось-то? Ой, прям даже не знаю, как тебе все это рассказать. Понимаешь, если бы только меня бы касалось. Он что, тебя сюда приглашал домой, да? Ага. Садись. Да. Сегодня ты вот как раз и домой. А на Бахчу я к нему и так каждый день заглядываю. Ой, Марго, место-то там у вас какое. Дача. Домик деревянный, тенек от груши, речка рядышком. Да, Господи, что тебе рассказывают? Ты сама все знаешь. Да знаю, как не знать. Ну вот, сидим мы с ним как-то вечером, Так. душу друг другу открываем. Луна такая полная, ветерок то клубничный запах принесет, то цветочный, аромат такой, кабачки там зреют. Но я думаю, что там не только кабачки созревают. Ну, с пустыми руками я к нему никогда не прихожу. Всегда у меня коньячок с 3 звездочками. Ой, Марго, меня-то он 4-й звездочкой называет, а? Вы посмотрите на него, а? Ага. Ты, говорит, после 3 звездочек самое, говорит, ослепительное, а? И что же он тебе еще говорит после этих 3 звездочек? Ой, Марго, сплошные комплименты, говорит. Ты, говорит, цветешь, как девушка на выданье. Грех, говорит, тебе в одиночестве-то сидеть. Так, о чем еще беседовали? Если бы, говорит, ты только согласилась, жила бы, говорит, с моей женой в одном бы, говорит, дворе. Ой, умираю. Сердце? Нет, хуже. Марго, может, тебе воды, а? Нет, это не поможет. Да давай же я за доктором, может, Нет, сбегаю. это тоже не поможет. А ты чего ищешь ты, Марго? Метелку! Метелку. Да вот, на метелку-то, на. Это веник, а мне метла нужна. Да зачем тебе метла-то, Марго? Двор у тебя Такой, что чист. вымести придется. За что? Еще спрашиваешь, да? Ох, в одном дворе, говорит. Ну, муженек, по тебе эта метла тоже плачет.
день, хозяйка. Я говорю, добрый день. Скажите, Андро дома? А может, тебе Сандро? Ну, Сандро мне тоже нужен, но для начала Андро. Скажите, вы чья жена будете? А, собственно, ты кто такой? Я? Я из райсобеса. Бибо. В прошлом году пенсию получала, там Дайран сидел, спасибо ему большое. Его давно уже в город перевели, в министерстве работает. И что у нас только за порядки? Как в районе появится хороший человек, сразу в город забирает, а своих никудышных к нам. Откуда будешь-то? Я? Из города, а что? А я так и подумала. На Дайрана посмотришь, сразу видно приличный, а на тебя. Что с вами? Эту метлу оставь, я для мужа приготовила. Для Сандро. Да нет, для Андро. Зачем? Вот как раз он мне заявление принес. О разводе? Ну, зачем о разводе? О пенсии. Он хлопочет о пенсии для соседа, для Сандро. Пусть лучше о своей пенсии подумает. На 10 лет старше меня. Я получаю, он нет. А что, стажа хватает? Какого стажу? Рабочего. На 2 пенсии ему хватает, и рабочего, и колхозного. И на войне был. 4 ордена, 4 медали. А, воевал, значит. Воевал. И за границей был. Другие чего только не понавезли, а мой дурень. Пустой чемодан, обклеенный красотками. Чего смеешься? А где этот чемодан? Обменяла на мыло. Сандро привезли. Ага. Слушай, что мне делать с ним, а? С кем? С соседом? Да нет, с мужем. Помоги мне, а? Пожалуйста. Слушай, задержи Сандро, о пенсии с ним поговори, а я со своим разделаюсь. Вы что, всерьез хотите старика метлой? А, старика. Старики с чужими женщинами по ночам звезд не считают. Ревность – это дело серьезное. Я здесь лишний. А где он? Где Сандро? Так вы же за ним поехали. Да мы приехали, а он уже выписался. Прозевали, эх. Он дома, да? Нет его дома, а вот мой где? Да он в машине. Что стоишь? Быстро приведи сюда. Да вот он сам. Марго! Ой, Бибо, перепутала. Ну, помогите, помогите, я сейчас воды принесу. Вздорная женщина, тебе не больно, дорогой? Зачем по голове? А, Дудар, Дудар, отведи человека. Осторожно. Вот так. Эй, Здесь человек лежал, куда девался? Положи метлу, серьезный разговор будет. иди, поговорим, за что ты на постороннего человека, как дикая кошка набросилась. По ошибке в тебя целилась. А кошер тоже по ошибке? Пусть спасибо скажет, что живая ушла. Да где она тебе дорогу перебежала? Не знаешь, зачем она к тебе с коньячком ходит? Может наблюдать, как кабачки созревают? И зачем только женщине голова дается? 2 недели старался. То с одного боку, то с другого. То так подъеду, то эдак, чтобы она за моего соседа замуж вышла. Будете, говорю, с моей женой в одном дворе, как своячницы жить. Тебя от лишних забот избавить хотела. Она одним ударом все разрушила. Такая добрая, такая белая, такая гладкая. Подойди ко мне. Ну, бей. Бей меня, если у тебя рука поднимется из-за этой белой и гладкой. Бей. Стой! Что ты делаешь? Сандро, дорогой, ну, наконец вернулся. Ну, брось свое оружие, лучше поздоровайся со мной. Не рад моему возвращению? Его благодари. Ты тоже хорош. Болеешь, лежи на месте. Чуть свет выписался, ушел в неизвестном направлении. Мы с Дударом старались, на машине приехали. Он улизнул. Ты ему не мораль читай, а обними. Человек домой вернулся. Ладно, ладно. Теперь рот открыть не дашь. Давай. Сосед, дорогой, ты вернулся, дай обниму тебя. Ой, дошло наконец. Кого я вижу? А я кого вижу? А я кого вижу? Пора на стол накрывать. Садись, дорогой. Я рад, что ты вернулся. Вот так. Садись. Рассказывай,
Что там тебе врачи наговорили? Сказали, что в почках камни, в печени песок. И вот, говорю, обрадовали, может быть, еще и звездку где-нибудь обнаружите. Я новый дом начну строить. Шифер они тебе найти не обещали. Шифер нет, но мясо не ешь. Мясо. Вина не пей. Врач мужчина или женщина? Женщина. Конечно, мужчина такое не посоветует. Да и жирного нельзя, яйца нельзя. Правильно, летом переходи на клевер, зимой на силос. Воду можно? В кипяченом виде. Воздух тоже в кипяченом виде. Что за врачи пошли, а? Раньше, если человек начинал есть больной, люди радовались, дело на поправку пошло. А теперь только слышишь: солнце, воздух и вода. Да и на солнце не рекомендует. А, правильно, значит, песня старая, слова новые. Тень, луна и кипяток. Прошу, дорогой. Нет, 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 я на всякий случай мясо есть не буду. Ну и ничего, я буду. Нет, и рюмку в руки не возьму. Из моих рук выпьешь. Подожди, Андро, милый, я ведь с тобой немножко хочу по секрету поговорить. По секрету? Ну, говори по секрету. Я ведь только с тобой могу поделиться. Стоп, я все понял. Понял, ты хочешь жениться. Одобряю. И невеста на примете есть. Ну, какая невеста? Причем тут невеста? Где терек, где кура? Ты бы на моем месте женился? Конечно, какой разговор с женой, и светло, и тепло, и... Поглядите на него. Ну, ладно, ладно, давай свой секрет. Ой, Андрю, мы с тобой, я хочу сказать, уже давно не юнцы зеленые. Конечно, мы давно уже с тобой мужчины. А, и не мужчины уже. Как не мужчины? А кто мы-то? Слушай, ты с врачами связался, городским подражаешь. 40 лет их уже ноги не держит. А нас с тобой ноги носит, ветер не валит, солнце жжет, дождик освещает. Чем не мужчина, чем не мужчина. Скажи, тебе не надоело? Чего? Хвастать. 60 стукнуло, гаси свой огонек. Ты отца моего помнишь? Конечно, помню. Я родился, ему 60 было. В 100 лет еще сено косил. В 126 умер. Все зубы целыми были. Когда его спрашивали, почему так долго прожил, он говорил: никогда никому не завидовал. Так ведь это ж твой отец. Отец Ой, это, да. конечно. А мне и 70 нет, а я уже зубов не досчитываю. Коса стала тяжела, не размахнешься. А вот сейчас из больницы проезжал мимо своей кукурузы. Сердце просто зашлось. Нет, не придется мне за ней ухаживать. Придется. Нет, не придется, силы не те. Еще как придется. Да нет, 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 не возражай. А буду возражать? Нет, ты не имеешь права. Имею. Я старше тебя. Нет, это я старше Нет, тебя. как это ты? Я. Я. Я старше тебя на целых 9 дней. И все равно я старше, потому что ты родился 7-месячный, а я 9-месячный. Ну и чем ты лучше меня 9-месячной? Чем? Сколько раз ты меня на сенокосе обогнала, а на прополке не припомнишь? Вот то-то, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Твой врач был прав. Есть у тебя песок, видишь, сыплется, вот. Успокойся, дорогой, а то сейчас камни повалятся. Нет, вот как на тебя не злиться? Вот кто с тобой свяжется, таким же дурнем будет, как и ты. Сандро, дорогой, куда ты? Домой! Ну что ты обижаешься, как маленький? Что ты на меня шипишь, как кошка на собаку? Не уходи, прошу. Не проси, не Не проси. уходи. Ну хорошо, катись в свой пустой дом, сиди там, как сова надутая. Ой, ты лучше на себя посмотри, перепелка тощая, у тебя же ни рожи, ни кожи. Эх ты, у меня для тебя камней ни за пазухой, ни в печени нет. Ты не трогай мои камни, не ты их тяжесть чувствуешь. А и в почках жадина и звездку не коплю. Песок! И звездку! Песок! И звездку! А я тебе говорю, песок! И Что звездку! ты ко мне привязался с звездкой, с песком? Уходи с моего двора! Откуда ты взял, что это твой двор? Я на своей половине, сам подвинься. Нет. Видишь, граница идет. Нет, нет, вот это моя половина. Опять в любви объясняетесь.
Просто давно не виделись, правда, дружок? Правда, слушай, Марго, если нас даже в одном котле сварить, все равно бульон разный будет. Опять за А веревку. я ставь. Поругались, да? Господи, ну оставь ты эту веревку, все село знает. Если эта проклятая веревка натянута, значит, Андрой с Андро поругались. Не проси меня. Она не упрашивай этого упрямца, пусть Ну, натягивает. Сандро, ну прошу тебя, ну ради нашей дружбы, а? Дружба знает, на что брать. Ты что с больным делаешь, а? Ну-ка, быстро иди проси прощения, иначе я разговаривать с тобой не буду. Иди. И Ага. прости. Ладно уж. Садитесь кушать. Хорошо, иди. Ай. За что я тебя так люблю? Ты меня, как собака, палку. Не веришь? Нет. Хочешь, завтра пойду к твоему врачу, узнаю, сколько в тебе песку. Если фунт, я 2 съем, прямо истерика. Я верю, не надо, я все знаю. У меня тоже между небом и землей нет человека ближе тебя. Вот поэтому я хочу сделать, Андро, тебе последнее завещание. Завещание? Да, завещание, да. Делай, коли так. Хорошо. Андро, иди сюда. Андро, о человеке судят по тем почестям, которые оказывают ему, провожая в последний путь. Какие почести, какие броды, о ком речь? Обо мне, речь обо мне. Обо мне. Я хочу, чтобы ты проводил меня в последний путь по-нашему, по-хорошему, по-осетински. Привет. Что еще? Я хочу, очень хочу, чтобы ты произнес надо мной такую речь, чтобы народ плакал. Речь будет дальше. Ну, конечно, хорошо бы, очень хорошо было бы небольшой оркестр. Хорошо. Еще какие распоряжения? И чтоб ты плакал. Нет, плакал и причитал громко, красиво. Попробуем. Пробуй. Чего пробуй? Ну, как что пробуй? Ну, плачь, причитай, я хочу посмотреть, как это все получится. Дорогой, ты же еще не покойник. Ну, когда я буду покойник, я уже ничего не увижу и не услышу, поздно будет. А сейчас еще рано. Но если ты мой друг, ты можешь это для меня сейчас сделать? Хорошо. А! Сделаем для тебя. Ложись. Туда. На скамейку. Хорошо. Я говорю, ложись, где ты видел, чтобы мертвецы сидели? Подожди, не кричи, мне же сразу трудно, уже ложусь, видишь. Вот так. Сними шляпу. Вот все. Хорошо. Не шевелись. Ну, сейчас. Не дыши. Закрой глаза. А я хочу смотреть. Отсмотрелся. Как осмотрелся Вот немножко. так. Хорошо. Ну, ладно. Начинаю. Спасибо. Слушай, как ты дышишь? Живот на целый метр поднимается, опускается. Ну, этот живот. Прощальная речь. Люди добрые, а покойники обычно говорят только хорошее. Правильно. Я бы рад сказать, да не хочу обманывать. Болваном был, болваном остался. Что? Ты что, издеваешься над моей памятью?
Где моя веревка? А вот твоя веревка, Где заладил моя дурень. веревка? Прощание, завещание, оркестр. Телевизор в склеп не хочешь? Жениться пора, он помирать собрался. Завтра выйдешь на работу, в субботу свататься пойдем. Дурь как рукой снимет. Ты предатель. А ты старый осел. Косой черт. А ты бревно. Нет, Опять? я не бред. Опять Его не дурнем, бред, его опять дурнем. прекрати. Жизни зовешь, ничего не понимаешь. Чтоб тебя повесили на этой веревке. Ты что это так рано? Рано, а ты где была? А где я могла быть? В магазин сбегала. Я тебя просил никуда из дома не выходить. Бибо из райсобеса должен приехать. Ну так я ждала и побежала. В магазин. В магазин. В белом халате. Сколько раз я тебе говорил, не ходи на ферму, хватит. Получила пенсию. Чего тебе не хватает? Денег? При чем тут деньги? А. У Фуза ребенок заболел, а Дарья сама прихворнула. Надо же помочь, а ты вот все деньги, деньги. Люди разные подумать могут. Скажут еще, жадничаем. Перед Сандро неудобно. Подумают, нарочно убегаем от него. Кстати, где он, давно не видел. Да на поле пропадает. Не знаешь, как его кукуруза? Хвастаться нечем. Ой, бедный Сандро, а? Кто его за язык тянул? Кто? Получу выше прошлогоднего. Теперь бегает день и ночь на перегонки с сорняками. Так он же не думал, что в больницу попадет. А. Ой, Андро, милый, стыдно людям на глаза попадаться. Кто не встретит, обязательно спросит. Веревка натянута, друзья опять поругались. Ну и пусть спрашивают, а ты говори, веревка для белья. Неси разное барахло, развесим, чтобы лишние не болтали. Хорошо. Поесть собери, тороплюсь. Держи. Все овощи в открытых кучах лежат. Представляешь, машины вывозить не успевают. Ой, мало урожая, забот хватает, много, голова кругом идет. Ну вот, пусть теперь болтают, Сосед идет. что его так рано принесло. Не хочу, чтобы он с Бибо встретился. Может, заговорить с ним? Нет, он виноват, пускай первый заговаривает. Смотри, развесил. А может быть, заговорить с ним, а? Нет. Нет, чтобы он стал победителем, не надо. Потерплю немножко. Немножко, пускай мучается. Хочет вызвать меня на ссору. Не выйдет. Марго! Ты меня, Сандро? Да, тебя, дорогая. Я с твоим мужем не разговариваю. Передай ему, чтобы он свое барахло не развешивал на моей веревке. А то люди могут подумать, что это мое, и скажут, что старый Сандро уже не может отличить каната от бельевой веревки. Пожалуйста. Жена, передай своему умному соседу вот такие слова скажи. Кому какое дело, что и на какой веревке мы вешаем? А если он хочет заговорить со мной, пускай позовет 2 свидетелей, зарежет одного барана, приготовит бурдюк вина, и тогда я с ним, может быть, заговорю. Я подчеркиваю это. Может быть. Марго, передай своему умному мужу, я подчеркиваю, умному, даже очень, что я не только барана не зарежу, я даже цыпленку голову не отрублю для такого дела. Но если он
очень хочет со мной заговорить, пожалуйста, пожалуйста, пусть зовет свидетелей, режет барана, хотя баран он не зарежет, слишком жадный, но пускай зарежет одного индюка. И тогда исключительно из уважения к тебе я, может быть, с ним заговорю. Пожалуйста. Женушка, передай ему, я быка не пожалею, чтобы только он со мной не заговаривал. Не нужен он мне. И он мне не нужен. Ну и все, ладно. Слава Богу. Все на этом. Все Довольно. А ты помалкивай. Зачем Не разговаривать? подливай масло в огонь. Есть давай. На работу тороплюсь. Не бездельник я, как некоторые. У меня поля сорняком не заросли, как у некоторых. Ой, поля, подумаешь, поля. Одни кабачки и редька. А ты тоже хорош, не подначивай. Пошли обедать. Иду. Вот. Ты хочешь посадить этого человека со мной за один стол? Марго, передай своему мужу, что я не только не сяду с ним за один стол, я даже хлеб, выпеченный в одной печке, не буду есть. Из чего выдумала, придумала за один Ладно, стол? ладно, иди. Нашла мне Хватит, соседа ну хватит, лучше. хватит. Так я и побежал к тебе. Андро, жди! Жди, Андро, имя-то какое? Андро, целой буквы не хватает. Первой буквы, а другое дело Сандро. Здесь все на месте. Нет, мужчина должен быть мужчиной. Мы перо, Сандро, девчата. пока не остыло, на, поешь. Ой, ну чем я буду расплачиваться? Ничего, потом разберемся. И нечего на Андро обижаться. Ну ладно, нечего. Все же отнесла ему. Может, мне вписать его в свой паспорт? Меньше бы о нем заботилась, скорее бы женился. Жениться в таком возрасте. А что в самый раз, да еще на такой женщине, просто жалко отдавать. Ой, опять за свое. Ладно, я на ферму пошла. Иди, не задерживаю. Только скажи Чермену, что ты не за деньги туда ходишь. Шефствуешь. Ладно, скажу, не волнуйся. Скажи. И на ночь не оставайся. Хватит того, что меня ночью не будет. Поесть с собой возьми. Хорошо, возьму. Возьму поесть. И еще кое-что возьму. Здорово она готовит. Очень. Золотые руки. Сердце тоже золотое. Ха. Опять на ферму побежала. Ай. Ой. Добрый день. Здравствуй. Если не ошибаюсь, вы Сандро. Ну, Сандро. Я из райсобеса, я Бибо. А что с твоим горлом? Соседка дома? Нет. Ну. Побежала на ферму. Боевая тетка. Хорошая. Заходи. Ну. О, большой какой. Я же вчера был здесь. Да? Да. Но Андро не застал. А ты что, насчет пенсии? Да. Ты что, он получит? Кто? Андро? Андро, да. Зачем? Он для себя и не просит. Ну, что за человек? Ой, что за человек, до чего же упрямый, но я его выведу на чистую воду. Бибо! Дорогой, с приездом. Рад тебя видеть. Каким ветром? Каким ветром? Дела же, дела. Я прихожу, а у вас дома нет. Тоже дела, дорогой, горячая пора. Прошу ко мне в дом. Бибо, насколько я понял, ты ко мне пришел, прошу. Да, но Андро мне тоже нужен. Да, нет, ну сначала прошу ко мне, а потом уж к этому. Бибо, голубчик, твой долг сперва зайти ко мне. Я не понимаю, почему долг? Как ты не понимаешь? Разве тебе не известно, что мой отец и твой отец были друзьями, даже названными братьями? Я впервые слышу. Как впервые? Их дружба началась на поле битвы, еще в русско-японскую войну. Простите,
Андрей, ну здесь какое-то недоразумение. Мой отец не был на русско-японской войне. Ну, конечно, не было. Это же всем известно. Не посетить мой дом – это большой грех. Прошу. Я не понимаю. Что не Почему понимаю? грех? Почему? Ну ведь наши отцы вместе в империалистическую кровь свою проливали. Прошу ко мне. Простите, Сандро, Ну? но здесь тоже небольшая ошибка. Какой? Не был мой отец на империалистической. Конечно, не был на империалистической. Я вспомнил. Он служил не с моим отцом, со мной, в отечественную. Сначала у Буденного, потом у Рокоссовского. И Рокоссовский ему один раз сказал: друг мой, ты что смеешься? Не был мой отец на отечественной. Как это не было? Ну, Что не получается, был, на русско-японской не был, империалистической не был, Не был, отечественной не был. На какой он был? Ну, ни на какой не был. Что? Ты что? Ты Ой, путаешь, конечно, парень. путаешь. Как это не было? Как это не было? ты? Что получается? Горец не был, все люди защищали родину, а Горец дома у огня сидел. Он погиб до войны. Он испытывал новый самолет и разбился. Ну, как раз за месяц до моего рождения. Ну, что здесь эта веревка, а? А это так, чтобы по двору не бродила разная скотина. Это мой сосед готовится к сдаче норм ГТО. Посоветовали прыгать в высоту. Ну и как? Берет. Хорошая высота. А вы не пробовали? Пробовал. Ну и как? Тоже берет. Его послушать, так он темной ночью может нитку в иголку вдеть. Прошу в мой дом. Нет, это мой гость, Нет, никому это его не Я отдам. его тоже не отдам. Это мой гость. Нет, Не мой отдам. гость. Это Это мой гость. мой гость. И ты что? Что ты? Ну что, что вы со мной сделали? Переживай, Бибо, не переживай. Разве ты не знаешь поговорку, если отрывают рукава, приглашают от души? Ну как я в таком виде в район явлюсь? Не переживай, дорогой, не волнуйся. Мы сейчас все урегулируем. Это мы быстро урегулируем. Вот. Дорогой Бибо, разреши мне принести тебе свои глубочайшие извинения за ту материальную травму, которую я нанес тебе в знак глубочайшего уважения. Прошу к столу. Но я не могу сесть раньше старшего по возрасту. Правильно, молодец, хорошо говоришь. Сандро не сядет. Ему пить нельзя. В его печени золу нашли. Залу? А в почках осколки шифера. Ну, хоть пусть посидит с нами. До ночи будешь просить, не сядет. Вот. Вот. Ну и хорошо, что ушел. Я с тобой хочу о нем поговорить. Он дезертир. Как дезертир? Что, во время войны? Да нет, войну он с орденами закончил. Он сейчас дезертир, ты понимаешь? Я ничего не понимаю. Ну что тут не понимать? Ну дезертир, ему уже под 70. Трудового стажа на 2 пенсии хватает, а он уклоняет. Почему? Ну почему? Дезертир. Я ему говорил, жена ему говорила, председатель его грозил ему, объяснял ему, а он ни в какой. Ну, дезертир. Ну, может, у него документы не в порядке? Ну, как у вас? Нет, у него тут все в порядке. Ну, тогда, может, у него немного здесь не в порядке? Да, вот здесь у него уже давно сдвиг. Это верно. Да. Так хотите, давайте вместе уговорим его? Нет, нельзя. Видишь, веревка. Натянули, значит, в ссоре. Нельзя. Ну, хотите, я вас помирю. Нет, ты без меня его прижми,
чтобы он затрещал по всем швам. Давай, милый. Сесть за стол без приглашения – это недостойно мужчины. О чем он с тобой говорил? О дезертирах. Неясно. А ты с ним о чем? Тоже о них. Туманно. Упрямый, как осел. Ну, зачем вы так о нем? Он все-таки знатный кукурузовод. Ну и что? Другой бы на его месте давно со звездочкой ходил. Ему все не везет. Зачем? Как зачем? В этом году болеть начал. А врачи его вместо лечения напугали. Но я его поставлю на ноги. Поставлю. Вот только бы ему пенсию, понимаешь? Пенсию. Да-да, вы написали, что он работал в садонских шахтах. Написал в шахтах. Ну, где документ? Документ есть. Есть сейчас. Вот он. Вот он. Правда, еле дышит, но документ. Жена в сундуке нашла. Вот. Осторожно, довоенная газета. Вот он, Сандро, в шахтерской каске. Пишет, рекорд установил. Да, это он. Он, это он. Но, к сожалению, газета это не документ. Как не документ? Не Газету документ. же не мой сват выпускает. Как это государство не верит своей газете? А что ему теперь делать? Он же не виноват, что шахтерский стаж не сохранился, а колхозного не хватает. Скажите, он из шахты на фронт ушел? Из шахты? Так, значит, нужен такой документ. И что ты заладил? Документ. документ Одни нужен. всю жизнь трудятся, не думая о документе. Другой всю жизнь документы собирает, не думая о работе. У него даже на лице написан весь его документ. А почему вы сами не получаете пенсию? А? Андро? Тебе Сандров сказал? А. Это политика. А. Редкой души человек, мой сосед, Бибо. Был у него сын, единственный. Не вернулся с фронта. 4 года назад жену потерял. Одинок он. Закурить есть? Сейчас. Понимаешь, Бибо, Пожалуйста. одиночество в этом возрасте. Вот, допустим, я получаю пенсию. И каждый месяц наш почтальон Мурат приходит во двор и кричит: «Эй, Андро, распишись!» А мой сосед все это слышит. И никто ему не кричит: «Распишись!» А он заслужил. Он раньше меня заслужил. Дайте газету. Вот. Сандро. Да, Андро. Политика ваша глубокая. Вот видишь, Дудар, ни души. Уже недели, как муж дома не ночует, а сосед на поле пропадает. Пока погода, надо успеть. Сейчас люди целыми семьями на полях. Я тоже заберу свое одеяло и на ферму. Ну, зачем? А вот на тебя я сержусь. На меня? За что? А как же? Я же думала, что у тебя любовь к моей дочери. Надеялась, не отпустишь ее в такую даль, задержишь, а ты сам отвез в аэропорт. Так не каждому же окажут такое доверие. Самых лучших специалистов отправили на Кубу, и она среди них. Она даже Хорошо. теплые носки не взяла. Зачем носки? Там зимы не бывает. Молодые. Дай вам только посмеяться над стариками. Как это зимы не бывает? Конечно, не бывает. Меня Андро зачем-то искал. Вот не знаю, ждать его или нет. Ждать. Жена, баню и побыстрее. Хорошо.
Стой. Сосед дома? Нет еще, а что? Нет, ничего. Иди, мне с Дударом поговорить Хорошо. надо. Садись. Постою. Ага, знаешь обычай, будущему зятю положено стоять перед тестем. Но этим ты меня не купишь. Мне Колым нужен. Понимаешь? Колым. Это шутка, да? Нет, мне не до шуток. Колым. И не позднее завтрашнего дня, иначе не видать тебе моей дочери, как своих ушей. Чего молчишь? Не знаю, что сказать. А я тебе помогу. Говорят, вы получили новые химикаты против сорняков. Да, гербициды. И ты ими брызгаешь поля. Брызгаю. И кукурузные. И кукурузные. Хорошо. Завтра прилетишь со своими... Гербицидами? Правильно. И обрызгаешь поля Сандро. После этого в любой момент готов принять твоих сватов. Дошло? Мне Колым нужен вот так. Гербицидовый Колым. Дошло, но заявки нет от колхоза. Ничего не дошло. Причем тут колхоз? Колым я беру. Дошло, дошло. Как это сделать? Как это сделать? Очень просто. Обрызгай кукурузу Сандро, а потом все свали на метеорологические условия. Одну ошибку самому Господу Богу прощай. Это неубедительно. Что значит неубедительно? Что за народ пошел? В пользу государства никто ошибиться не хочет. Зазорно, видишь ли. Салтан трехтонку картофеля на свой двор по ошибке завез, да? По ошибке, ничего. Рискни, ну, ошибись, дружок. За такую ошибку не грех ответ держать. Время упустим, колхоз потом рассчитается с твоей конторой. Будет сделано, Андро. Завтра же ошибусь. Только не днем, ночью, чтобы никто не видел. Пускай смотрит. Вот только на полях, чтобы никого не было. Химикаты, они вредные. А я что говорю? Ночью. Потом, понимаешь, не хочу, чтобы Сандро об этом знал. Мы с ним немножко, как это, чуть-чуть в ссоре. А как же мне ночью его поля-то определить? А я тебе по краям поля фонари поставлю. А? Конечно. Хорошо. Завтра в 21:00. Не знаю, как моей дочери ты мне нравишься. Спокойной ночи. Будь здоров. Жена, ванна готова. Чего кричишь-то? Уже давно готова. Смотри, не залеживайся, а то ведь опять заснешь. Моя ванна, хочу залеживаюсь, хочу не Иди, залеживаюсь. иди, иди. Залеживай. Ты уже пришел, Сандро? Пришел. Ну, как твоя печень? Ты знаешь, мне как-то твое лекарство помогает. Вот сейчас все травами лечатся. Да. Я тебе еще один состав сделаю с бессмертником. Да, спасибо большое. А где твой старик прячется? Что-то я его совсем не вижу. Да здесь он купается. Купается? Слушай, Марго, а что с ним происходит? Я его тут на днях встретил. Ну, думаю, дай там заведу его. А он молчит ни слова. Клятву дал, не будет больше с тобой ругаться. Как не будет? Так. Как не... Что же, мне на другую улицу теперь бегать, ругаться, что ли, да? Ой, ну, Сандро, не обязательно ругаться. А тебе что, жалко, что ли? Да, ведь мы выпивкой не увлекаемся, курить не курим, в этот самый домино не стучим. Так что, единственное развлечение ты уже нам запрещаешь. Народ смеется. И каждый прохожий на этот канат смотрит. Ну и что, пусть смотрит. Ну и пусть смеется, а что? Ну, канат как канат, что-то, ну, хорошо. Ну, если он слово дал не ругаться, так и я клянусь. Не будем ругаться, пожалуйста, он выдержит, а я не могу. Да, ну вот так, передай ему так, передай. Хорошо. Марго! Иду. Не выходит, не хочет выходить. Что? Свет погас, или он спать лег? Ишь ты, значит, он сейчас будет сейчас сладкие
сны смотреть, а я буду пропадать в одиночестве. Нет, я этого не хочу, не позволю ему. Как? Что так? Что такое? Ой. Ты меня, Сандро? Нет, Марго, извини, скажи своему мужу, если он мужчина, пускай сейчас же выйдет сюда. У меня разговор с ним будет. Хорошо, передам. Передай. Ну, выйди. Зачем ты кочергу прихватил? Кинжал из ножен не вытащить, прихватил кочергу. Да, столько лет дровами не топишь, а кочергу держишь. А держу, видишь, пригодилось. Для чего? А сейчас почувствуешь. Ты что в руке за спиной держишь? Что я держу? Я кувшин держу. Выпьем. А где бокалы? А мы по-городскому. Из горла. А закуска? Рукавом закусим. Ну, брось кочергу, ну, садись. А тоже брось кувшин, тогда сяду. Кувшин бросит, разобьешь. Это как любовь. Потом не склеишь. В нем же вино, смотри. Что ты делаешь? Сандро, у тебя же печень. Ай, когда здесь наболело, поневоле запьешь. Что такое? Кто тебя обидел? Кто обидел, скажи, кто? Не скажу. Скажи, Ну, кто? ну, ты, проклятый. Я? Да, ты. Когда? А вот видишь, забыл. Забыл, правильно, забыл. На днях я тебя хотел задеть, а ты молчишь, ни слова, а потом с Черменом побежал ругаться. Вот как это понять? Вот как это понять? Значит, со мной ты ругаться не хочешь, считаешь ниже своего достоинства, да? Другого партнера себе нашел. А как мне с ним не ругаться? 2 дня огурцы не вывозили, под солнцем пропадали. А тебе какое дело? Пусть пропадает. Как какое дело? Колхозное добро пропадает, мне дела нет. Совсем пьян, что ли? Да. Над кем смеешься? Над тобой. Закончил? Закончил. А ты над кем смеешься? Над тобой. Тише, не шуми. У меня есть идея. Какая? Ну, слушай, Андро, мы с тобой в ссоре. Это знают все. И пусть канат обязательно висит. Значит, днем я с тобой не разговариваю, так? И ты со мной тоже не разговариваешь. А вот ночью. Давай дружить ночью, а? Когда все спят. Никто нас не видит, никто не слышит. А мы делаем, что хотим, смеемся, хотим, плачем, хотим, поем, хотим, танцуем. А ну скажи ты, черт, ну согласен. Значит, ночью мир, днем война. Конечно, правильно, ночью обязательно мир, а вот днем такая война, ну согласен. Да? Только с одним условием. Пожалуйста. Женись. Ой, опять. Слушай, какая женщина. Добрая, белая, гладкая, еле-еле в собственной коже помещается. Слушай, но в моем возрасте жена. Конечно. Зачем? Для чего? Как ты не понимаешь, Что? днем проголодаешься, кормить будет, ночью раскроешься, укрывать будет. Ты же больной, у тебя печень, на худой конец вместо грелки будет, а? Ну, а имя одно чего стоит? Кашер. 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 А как ты думаешь, сколько ей лет? Кашер. Кашер. Ей. Слушай, что ты меня ночью загадки заставляешь разгадывать? Кашер. Кашер. Да Кашер, ты, пожалуй, уговорил меня. Ну, вот молодец. Вот это мужчина. Какой большой танец буду танцевать на твоей маленькой свадьбе. Старость, ах, зачем ты мчишься навстречу мне?
Ну, отдохни в пути. Старость, дай же насладиться мне жизнью той, что так не любишь ты. Старость, погоди, куда ты мчишься? В мыле вся, как загнанный скакун. Ах, задержись, дай снова мне влюбиться. Ах, задержись, дай снова мне влюбиться и поваляться с песней на лугу. Марго, как дела? Дела идут, а где невеста? За воротами где жених? У себя. Выглажен, Да блеска. одет. Нет, Почему? не в духе. Не смотри на него, невеста за воротами, он резину тянет. Что ты? Это что такое? Немедленно одевай черкесскую бухарскую шапку, дедовский кинжал в серебре. Ну, не надену я. Почему? Не надену, я приготовил их в последний свой путь. Пока ты в этот путь соберешься, их моль сожрет. Не возражай. Слушай, что ты ко мне привязался, как чирий? Ты еще здесь? Да. Одевайся, позоришь мою голову. Помоги ему быстренько. Кашер, милая, извини, что заставил тебя ждать. Дорогая Кашер, ты переступила этот порог. Пусть же твоя нога принесет в этот дом счастье. Ой, Андро, мне, право, мне стыдно. Да люди скажут, что не он ко мне сватается, а я к нему навязываюсь. Во-первых, ты пришла ко мне в гости. Во-вторых, я хочу примирить тебя со своей женой, которая нанесла тебе телесные оскорбления. В-третьих, что в-третьих, мы пока не будем говорить. Марго, гости пришли. Вот, ну чего стоишь, проси прощения. Ну, протяните друг другу руки. Вот так, теперь обнимитесь. Вот так, хорошо, жених на месте. Прекрасно. Вы тут поговорите, я сейчас к нему загляну. Садись. Ну, рассказывай, какие новости, каким ветром тебя занесло? Ветром. Да тебе разве Андрот ничего не говорил? Говорил, что тебе замуж очень хочется. Ой, замуж, мне-то. А разве не так? Не зря к моему мужу со звездочками приходила. Чего отнекиваешься-то? Ведь хочется... Да что ты, Марго, это твой муж-то мне голову совсем заморочил. Выходи, говорит, за него. По ночам, говорит, не спит. И во сне, говорит, тобой бредит. Вот не думала, что мой муж такой болтун. Да мы с ним день и ночь с Андро уговариваем, чтобы женился, а он ни в какую. Это правда? А ты думала? В общем, цену себе не набивай. Как только сделает предложение, сразу соглашайся. Нет, вы посмотрите-ка, а? Вы посмотрите на него. Да пусть он радуется, что твой Андрот меня уломал. Да такую мягкую уломать нетрудно. Это мы еще посмотрим. Ни один ваш Сандро ко мне сватался, а я всем отказывала. Знаешь что, Марго, передай-ка ты ему привет. Кашер, так нельзя. Пусти меня. Я пошутила. Я пошутила. Я говорю, пусти. Андро, где ты? Она удирает. Мы здесь! Задержи ее! Легко сказать, удержи. Иди. Кашер, какая муха тебя укусила? Ну, не стесняйся. Сандро, ты тоже не стесняйся. Успокойтесь, придите в себя, дышите ровно. Вдох, выдох, вдох. Ой, любовь, любовь. Иногда ее так трудно удержать. Правда, Марго? Молодой человек, поздоровайся с девушкой за руку. Ну, смелее, ну, смелее. Добрый вечер, гостья. Между прочим, ее зовут Кашер. Садись, Кашер, садись. Вот так. А ты постой около женщины.
Марго, не пора ли на стол накрывать? Если для меня, то не надо. А мы с Сандро проголодались, а? Кашер, дорогая, как приятно видеть тебя здесь. Правда, Сандро? Ты мне? Волнуется парень. Это ты все виновата. Ты его с ума свела. Карточку твою днем около сердца носит, ночью под подушку кладет. Да, так я вам и поверила. Это вы его уговорили, он обо мне и слышать-то не хотел. А помнишь, кто сказал? Марго сказала. Прошу к столу. Типун на язык. За что? Болтаешь много, не торопи нас. Нам поговорить надо, иди. Ребята, я тут немножко Марго помогу, а вы пока посидите. Садись, садись. Посидите, поговорите. Вот так. О жизни, о луне. А я скоро. Какие новости, Кошер? Новости. В Америке вон президента с работы сняли. Подумаешь, президент, у нас Муртаза сняли. А это кто? Муртаз – ночной сторож. Моего? За что? Ограбил, что сторожил, подлец. Ну, какие еще новости? Послушай, Сандро, ты что меня сюда, для новостей, что ли, пригласил? Кто, я тебя пригласил? А, конечно, в жизни все начинается с новостей. Ну, какие же у тебя новости? Ну, как тебе это сказать? Подожди, не сразу все вспомнишь. Тебе не жарко? Нет. Ты чего, попах-то в такой теплый вечер надел? Ты Ай. сними, сними. Как же давно я тебя не видел. Очень давно. Ты так изменилась, расцвела. Послушай. Послушай, Сандро, ты мне только честно скажи. Я здесь по твоему желанию или по желанию Андро? Ну, как тебе сказать? Конечно, я как-то случайно сказал ему, Андро, мол, жалко, мол, такая женщина, вдовий век доживает. Но он это запомнил, но ведь мне же самому, мне неудобно, особенно после болезни. Конечно, хорошо бы, но как? В свое звено ты меня поэтому не взял. Поэтому, конечно, я намного старше тебя. Что ты, может быть, тебе еще молодой подвернется. Да что ты, Сандро, да разве возраст годами определяется? Это когда человек душой стар. А ты-то не из таких, а? Ребята, прошу прощения, прошу прощения. Сандров, есть ли фонарь? Вот такой мне нужен. Что ты выскочил, как ошпаренный? При чем тут фонарь? Прошу прощения, Кашер. Есть фонарь у тебя, Сандров? Вот такой мне нужен. Нашел время, я сам горел, как фонарь. Такой разговор прервал. Ищи в сарае. Прошу прощения. Извини, Кашер, ну у него никакой деликатности. Ты золотые слова говорила? Я слушаю, продолжай. Теперь я тебя слушаю. Так а я же не умею говорить такие слова. Ну, не умею, я все больше переживаю. Ужасно переживаю, особенно ночью, когда ложусь. Ты знаешь, то печень дернет, то в почку кольнет. Ну вот, невольно приходится грелку прикладывать. Я нашел и пошел. А вы посидите, поговорите. Как, а ты куда? Дела потом узнаешь. Если задержусь, Кашер одну не отпускай. И ночь на дворе. А ты что, уже пошел? Да? Что делать, звездочка моя? Дела ждут. По-моему, вы уже без меня обойдетесь. Нет, подожди, я думал, мы за столом посидим. И посидите, у Марго все готово, все готово. Ты куда на ночь глядя? Гостей угостишь, я скоро.
Можешь не возвращаться. Без тебя обойдемся. Хорошо. Слушай, что такое? Куда он с фонарями побежал? Как ты думаешь? На работу, наверное. На работу? Какая работа? Что? Ну, я тоже, пожалуй, пойду. Я поздно что. Нет, нет, не уходи. Кашир, не уходи. Я прошу тебя, не уходи. Я хочу сказать тебе самое важное. Кошер. Забыл. Черт. Иногда даже имя свое забываешь. А как у тебя? Что? Как ты? Что, как? Ну, что как? Память у тебя хорошая? Я ничего не забываю, Сандро. Помнишь, в прошлом году в поле-то град нас застал, а я в одном платье была, замерзла так, зуб на зуб не попадал. А ты пиджак снял, на плечи мне накинул. И сапоги даже снял для меня. Я ничего не забываю, Сандро. Какая ж хорошая у тебя память. Замечательно. Конечно, все это было, и я все это очень хорошо помню. Не пора ли к пирогам? Пора, Марго, пора. Кошер, прошу. Утешили меня. Фонари его привезли. Спасибо хоть за это. Убери их на свою половину, видеть их не могу. Ой, дурная моя голова, а? Я этим старым влюбленным вкусные пироги пекла, а там моего мужа, такого тихого, ласкового. Ку-ку. Маргоша, душенька, ку-ку. Что это? Чудится. А вот и не чудится. Не чудится. Андро, дорогой, вернулся. Цел, жив. Конечно, цел, конечно, жив. Зачем эти слезы? Так я же тебя уже похоронила. Я думала, что я тебя больше не увижу. И расплакалась, что живой пришел. А ты, между прочим, сама во всем виновата. Я? Конечно. Помнишь, когда я уходил, ты сказала, можешь не возвращаться. Я так сказала. Ты так сказала. Да пусть у меня язык отсохнет. Подожди, ведь Сандро и Дудар за тобой поехали, что они тебе не встретились? Так я же здесь был, когда они уезжали. Где? А вот здесь, за воротами, пускай, думаю, едут. Наконец-то я с ним рассчитаюсь. Помнишь, когда я за ним на машине приехала, он улизнул? О, по дороге смотрю на поля Сандро. Какая кукуруза. Так, милая женушка, жив я и весь перед тобой. Рада. Сколько лет с тобой живем, а кажется, вот только поженились. Марго! Наверное, еще Андро не привезли. Здравствуйте. Добрый вечер. А вы чья будете? Вы оттуда или отсюда? Да, собственно говоря, не оттуда и не отсюда. Я из райсобеса. Бибо. О, ты уже пришла, Кошер.
И ты здесь. Конечно, здесь. Да, здравствуйте. О, Бибо! Это ты? Ну, конечно, я. С поздравлением. Спасибо. Кошер здесь. Как же ты нас напугала. Извини. О, Бибо, Бибо. Рукав не трогай. А рукав не будет. Какие новости привез? Да, привез кое-какие. Но мы сначала подождем Сандро. А потом ждем, конечно. Что такое? Добрый вечер всем. Куда он девался? А ты кого ищешь? Твоего мужа. Так вы же за ним поехали. Да, поехали, правильно. Мы за ним поехали. А он удрал. А каково мне было, когда я за тобой приехал, а ты улизнул? Теперь в расчете. Как ты мне надоел своими расчетами, просчетами и другими своими глупостями. О каких глупостях речь? Ну, какой же умный человек под гербицидовый дождь полезет? А что мне было делать? Что? Спокойно слушать твои вопли. Сорняки, сорняки. Ладно. Вот и полез, вот и крикнул. Дудар, яду. О, спасибо, Дудар. Спасибо тебе, дорогой. Щедро брызгал. Колым заплатил по всем правилам. Друзья мои, а я, между прочим, не сразу понял, что отравился. Думаю, а чего-то я так чихаю? А потом думать перестал. Чуть концы не отдал. А потом вспомнил, а кто же Сандро хоронить будет? С оркестром, с длинной речью, с телевизором? Видишь ли, я не собираюсь умирать. Марго, скажи своему мужу, пусть держит язык за зубами. Ты не командуй, иди лучше на свою половину. Я на свою половину пойду, только ты от этого умнее не станешь. Ой, опять за шутки. Хватит, хватит. Ну вот, Сережа. Ну, прекрати. Ладно, все. Ладно, все. Сандро, Да. дорогой, ты наш тамада, самый старший. Прими бокал. Спасибо за уважение. Люди, с этим маленьким бокалом я хочу произнести большой тост. За нашего дорогого, мудрого, верного мужа, прекрасного отца, доброго соседа и за моего самого-самого лучшего друга, за человека. За человека. И пожелаем ему прожить столько лет, сколько капель вина в этом роге. За тебя, Андро. Что ты, зачем это? Что ты сказал? Молчи, молчи, когда говорят старшие. Молчи. Ну, видишь, сбил. Что я хотел сказать? Да ты тост-то говорил, тост. Вспомнил, родная, вспомнил, Бибо. Дорогой, очень прошу тебя, развяжи ты этот проклятый канат. А то ведь вас-то там много, а я тут один. Наступает торжественная минута. Да, наступил торжественно. Наконец-то. Канат мне уже Вот, надоел. Снимается злополучный канат. Ой, тихо, тихо. Но мой тост не об этом. 2 недели мы рылись в шахтерских документах, как настоящие шахтеры. И как упрямые разведчики, наконец, набрели на след Сандро. Вывели его на чистую воду. Вот она, пенсия. Поздравляю, Андро. Ты хотел сказать Сандро. Нет, я хотел сказать Андро. Я надеюсь, Сандро догадывается, Я почему. догадываюсь. Поздравляю, Сандро. Ух ты, упрямый человек. Скажи, а дезертир получит? А? Через неделю и дезертир получит такую же книжку. Что вы все заладили? Пенсия, дезертир, документы. Сегодня в наш двор
птичка залетела. Принесла на своих крыльях радость и тепло. Пожелаем же, чтобы эта птичка никогда не улетала с этого двора. Твое здоровье, Кашер. Твое здоровье, Кашер. Мы пируем в час вечерний, звезды смотрятся в окно. Разливает вина черпи осетинское вино. Вспоминая даль походов, стяги доблестных полков. Пьем за дружбу всех народов, на погибель всех врагов. И серебряною чернью звезды смотрятся в окно. Разливает вина черпи осетинское вино. Ла-л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 а